Генерить и продавать. Сегодня каждый из нас, получается, обрел команду. Они заинтересованы в одном едином, у вас есть единая цель. Каждый раз придумывали новый проект, новый стартап, продумывали все до мелочей. Сегодня у нас была игра «Проектная карусель», в котором дети учились генерить проекты и, соответственно, пытаться продавать их, заинтересовать своим проектом другие команды. Больше всего мне было интересно работать с акциями. То есть это самая азартная часть игры. И в любом случае лучше хранить большую часть денег либо в государственных облигациях, либо в банке в депозите. Там, получается, риск минимальный. Себя в будущем, я себя вижу как предпринимателя скорее, и у меня обязательно будет своя компания. Жизнь сложная штука, поэтому акции резко упали. Я прогорел, остался в дураках. В общем, игра была очень веселая, насыщенная, интересная. Номер 7. Этот преакселератор – это вообще самое крутое. Я жду этого каждую неделю, вот реально с субботы до субботы. Здесь очень весело, очень интересно. Человек прямо вовлекается в эту работу, обучение происходит на высшем уровне, так сказать. У них очень классные идеи, и мы очень хорошо проводим вместе время. У нас даже есть отдельное место, где мы встречаемся и так далее. Мне очень нравится взаимодействие команды. Еще мне нравятся задачи, игры, которые они проводят. Они одновременно нас получают, они очень интересны, и мы развиваемся. Мне очень нравятся эти игры и преакселератор. Спасибо. Каждая команда сделала свои бизнес-проекты, так скажем, представила их нам, рассказали их особенности, из чего они состоят, что они будут делать. Нам рассказали тоже, получается, минусы, ошибки в наших бизнес-проектах. Мы их, конечно же, учтем и будем стараться делать их лучше. Я узнала очень много, например, кэшбэк, ЕДС и все такое. Еще мы как команда поняли, что очень важно наш труд. Например, мы недавно продали стаканчик только что за 20 рублей. Пустой. Мы превратили из мусора в прибыль. Это очень важное умение. На данном уроке нам рассказывают про маркетинг, про основы бизнес-плана. И это очень интересно слушать. Про акции, про кэшбэки, как устроен сам процесс. И мы надеемся, что мы выиграем, и у нас получится открыть свой бизнес. Сейчас мы, получается, ведем свои стартапы, и мы к этому уроку подготовили уже бизнес-план. Очень надеемся, что именно наш проект одобрят. Мы сначала придумали одну идею, но решили, что она будет невыгодной, и поэтому срочно решили поменять. Но оказалось все намного сложнее, потому что, как минимум, тебе нужно не только идеи, но и потом найти еще инвесторов. Мы уже все рассчитали, все уже. Готовы выигрывать, побеждать. Готовьтесь к нашему проекту. Это будет просто пушка. Я вообще не думала, что это все так сложно. Это очень сложно. Работаем над рентабельностью, а точнее работает Лера. Основные аспекты было у нас узнать, сколько мы будем оплачивать кредит, доли рассчитать. Была у нас одна безумная идея, чтобы повысить наши проценты, мы хотели удалить одного участника, но от этой идеи мы отказались. Какие-то доходности, рентабельность, еще мы должны будем налог платить и кредит, еще 6%, издеваетесь. До этого дня я думала, что это легко, быстро, а сейчас я понимаю, что это очень сложно, трудно и очень-очень долго. Мы так посмотрели, мы можем уже начать масштабировать наш проект где-то с 4-го месяца, уже увеличивать, получается, наш доход. Я всегда знала, что это довольно сложно и трудно расписывать и так далее, поэтому я не удивлена. Я сюда приходила, в анкете писала, но я хочу пойти на преподавателя какого-нибудь и открыть репетиторский центр. Рост определенно есть, я не скажу, в каких он прогрессиях, но
Мне очень интересно, и в том числе общаться с ребятами, со спикерами. Я чувствую, что проакселератор пойдет мне на пользу, только на пользу. Тоже обсуждаем наш бизнес, идеи, никто не отстает, все в таком потоке, все разговаривают, о своих мыслях тоже вещают. Вот. Каждый из нас испытывал ужасный момент. 6500, если вы считаете, что это много. Очень рады. Нам понравилось. У нас было несколько идей, но мы остановились на игре. За все это время то, что это сложно, это надо все продумывать, вот эти шаги, риски. И также коммуницировать как-то, вот в группе работать. Был полезный опыт, вышла из зоны комфорта. Но мы надеялись, что мы будем первые. Но первый заказ, вот Алмаз Эргенбанк предложил сотрудничество. На их персонал шить худи, человек 20. Чем больше, тем лучше. И мы должны в скором времени с ними связаться и все обговорить. Мы сидели все вместе, всей командой молились, да, очень волновались, мы все дрожали, мы все думали, когда объявляли уже второе и первое место, там мы сидели уже думали, господи, мы будем вторыми либо первыми, ну тут 50 на 50, и второму, и первому будем рады, первому будем очень рады. И когда мы услышали, что мы не второе место, мы вскрикнули уже. Да, мы были очень счастливы, да. Очень рады. Очень трудно даже осознать. Эти деньги мы будем инвестировать, получается, в бизнес-проект, который мы придумали. Мы будем его дорабатывать, сделаем его до идеала, да, завершим его. И должны будем открыться, да, когда? В январе? Да. Мы планируем в новом году. Через год? Месяц. Данная программа «Преакселератор» была немного и развлекательная часть, была очень много образовательной части, которая нам крайне помогала. Были очень интересные спикеры, очень интересные люди, которые много всего нам интересного давали, и мы многое использовали, получается, в нашем проекте, то, что нам говорили. Я многому научился. Мы получили прекрасный опыт. Ну, все понравилось. Будем стараться. Да, вообще научиться финансовой грамотности – это очень хороший шанс.